Со вторника около 2 десятков врачей узкого профиля из Москвы ведут постоянный прием пациентов в Плиевской амбулатории. От желающих пройти профилактический осмотр у квалифицированных врачей нет отбоя. Радимхан Майсигова о приезде врачей узнала случайно. На прием к московским специалистам она пришла вместе с внучкой. آخر الدريها точно هنفت ملط خاين يخسر ذيك هم أوزي هم ضاقيها آخر هسقان إيه إسعد يجدقا أوزي ضاقي خزات صن يا بزم بوجس دقا أوزي ضاقي. Немножко за руку придержите, не закрывайте. В терапевтическом кабинете не протолкнуться, по словам педиатров, чаще всего в числе пациентов дети с ОРВИ и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Внимательно выслушав все жалобы и поставив диагноз, врачи тут же назначают необходимое лечение. Мы пришли к неврологу, главное у нас эта проблема, а так еще мы простужены немного у нас. Хорошую квалифицированную помощь оказали, выписали, назначение сделали. Так что будем лечиться. Население реагирует достаточно позитивно. Они очень, скажем так, активно откликнулись на наш приезд. Мы видим, что есть потребность в дополнительных консультациях наших специалистов, как узких, так и врачей-педиатров. Поэтому я считаю, что наш сегодняшний визит, вот в данном случае в Плиево, да и, в общем-то, по другим уже поликлиникам Ингушской республики, он достаточно позитивен воспринят населением. Это видно. Пройти осмотр у врачей ФМБА приехали жители 3 населенных пунктов. Это Барсуки, Плиево и Яндари. Хадишат Азиева тоже пришла на прием не одна, с сыном. Проконсультировавшись с педиатром, она решила обратиться и к невропатологу. После осмотра врач выявил небольшие патологии и назначил лечение. Чисто случайно я мимо проезжала, вижу ажиотаж. Да, и для обмена опытом нашим врачам, я думаю, полезно, что к ним приезжают. Я думаю, что и нам это полезно. По крайней мере, проверить те диагнозы, которые нам ставят на местах. При необходимости врачи сводного отряда ФМБА назначают дополнительные обследования. Для их проведения здесь есть все. Передвижная лаборатория, флюоромобиль, прием ведут маммограф и узисты. Широкий спектр исследований, клинические и биохимические анализы, которые выполняются в течение часа. И это далеко не все. Диагностируются хирургические заболевания, в том числе, которые требуют оперативного лечения. Есть пациенты, которые требуется высокотехнологичная помощь, да, и мы можем их направлять в наши учреждения ФМБА в городе Москве. Поэтому такие пациенты тоже есть. Да, они получают направление на госпитализацию для оперативного лечения. Местные врачи признаются, приезд сводного отряда Федерального медико-биологического агентства – большой подарок не только для жителей, но и для всего медперсонала. Обследование нашего населения – это для нас большое подспорье, потому что в один момент в одном месте мы можем обследовать большое количество населения. И за эти 2 дня буквально у нас проходит обследование 3 села. И мы также тоже получаем большой опыт, так как мы тоже принимаем с этими специалистами своих больных, чему-то у них учимся. Только за вчерашний день врачами было осмотрено более 200 пациентов, а сегодня эти цифры увеличились вдвое. Это уже 2-й приезд медиков сводного отряда в наш регион. Такая диспансеризация, она очень эффективна в том плане, что не всегда у людей получается выехать куда-то, получить обследование у узких специалистов, какое-то обследование, те же маммографы. Не у всех получается проехать даже туда же на территорию Назрани, нашей республиканской больницы. Поэтому, когда такая передвижная, большая поликлиника на ногах приезжает, это очень удобно для населения. Врачи утверждают, пройти профилактический осмотр необходимо каждому человеку хотя бы раз в 3 года. Особенно это касается населения старше 40 лет. Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства пробудет в нашем регионе до 8 ноября. Последней точкой пребывания их станет столица Ингушетии Магас. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.